Нет милее земли и дороже, кроме той, где родился и рос. Разлюбить ее вряд ли тот сможет, кто купался в слезах ее роз, пил кумыс, слушал песни курая, звень черемух над белой весной, видел ветер, что резво играет в конских гривах пшеницы степной. У меня пока не было возможности познакомиться лично с Иваном Егоровичем, но, судя по его стихам, это очень скромный и в то же время понимающий свою значимость человек. Я не Пушкин, не Толстой, я учитель, выбор мой. Фольклорист я той земли, мои книги, где взросли, моя гордость, моя честь, жить им вечно, я в них весь. Родился он 5 февраля 1936 года в деревне Васильевка Альшевского района Башкирской АССР в большой крестьянской семье. Родители передали детям свою любовь к труду, воспитали их скромными, добрыми и целеустремленными. В Васильевке прошло опаленное войной детство. Что еще оставалось в памяти из детства? Народные песни, частушки, сказки. Ему повезло, ведь мама и старшая сестра Тамара были известными в округе певуньями. Поэтому маленький Ваня впитывал эти народные мотивы и сохранил интерес к ним и по сей день. Кроме того, пытливый ум нашего героя стремился к знаниям. Он с отличием окончил Адамовскую 7-летнюю школу, затем Давлекановское педучилище. В 1960 году получил красный диплом Стерлитамакского педагогического института, где учился на историко-филологическом факультете. Каких только высот не достигал Иван Егорович. На Иванах держится мир, и Россия без них не Россия, говорит он в стихах. Свою педагогическую практику начал школьным учителем-словесником, заведующим учебной частью Стерлибашевской средней школы номер 2. В октябре 1962 года был приглашен в Стерлитамакский государственный пединститут, где работал старшим преподавателем, заместителем декана, деканом факультета русского языка и литературы. Одновременно в 1976-1978 годах является деканом факультета начальных классов. Более 20 лет Иван Егорович трудился проректором по научной работе, руководил кафедрой русской и зарубежной литературы, лабораторией русской филологии, Института прикладных исследований, Стерлитамакского филиала Академии наук Республики Башкортостан. Ныне продолжает активную научно-педагогическую деятельность в качестве профессора кафедры. И везде, находясь на любом посту, он был искренним, последовательным, настоящим, работал с полной отдачей. Недаром, наверное, появляются в его стихах такие строки: «Мы из такого племени, где все трудами красилось». Иван Егорович Карпухин – автор более 500 научных трудов, книг, учебников и учебно-методических пособий. Под его редакцией вышли десятки монографий, сборников научных и творческих трудов. Профессор является основателем нескольких научных школ. За долгие годы работы он принял активное участие в подготовке десятков молодых кандидатов и докторов наук. И снова о связи с землей. В биографии Ивана Егоровича есть очень важный факт. На территории Республики Башкортостан он организовал работу 11 экспедиций, в ходе которых был собран и изучен богатый фольклорно-этнографический материал. А ведь фольклор, по мнению ученого, это носитель национального менталитета, едва ли не лучший хранитель народных традиций, народной мудрости, вдохновляющий источник для творческих людей. Это усваивать, с достоинством оценивать все то, что сделали отцы и деды. Память об нашей истории, о наших традициях, об обрядах, обычаях,
она должна формировать человека. Понимаете? Если только мы разрушим вот это святое святых, и тысячелетия это воспитывалось наше, мы сразу потеряем лицо любой нации. Основные области научных интересов ученого – современное состояние русского фольклора в полиэтнической среде, проблемы взаимосвязи фольклора с литературой. Но больший интерес для Ивана Егоровича представляли свадебные обряды, особенно бионациональные. В 1998 году он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Свадьба русских в Башкортостану как фольклорно-игровой комплекс». У входа в дом молодых встречали родители жениха хлеб, солью. Расстелена и шуба, на которой будут благословлять молодых. После благословения новобрачных закармливали медом, чтобы жизнь у них была сладкой, а в некоторых местах забрасывали житом, чтобы жизнь была обильной. Коль нельзя в жизнь вернуться повторно, ты оставь свой достойный след в ней, говорит Иван Егорович в одном из стихотворений, и словно наказ для всех нас произносит дальше. Ты так живи, как будто жизнь твоя в бессмертии, и один шаг или мгновенье, и пусть преграды на пути стоят, преодолей трудом, борьбой, терпеньем. Иван Егорович показывает своей жизнью, что можно многого добиться каждому из нас. И если быть честным, благородным, скромным, последовательным, ценить тех, кто помогает тебе, и самое главное, любить своих близких, свою землю, знать, ради кого и ради чего ты живешь на свете. Я хотел бы, чтобы молодежь вот это понимала, и чтобы стремилась не схватить откуда-то, как-то вот так вот разбогатеть, вот понимаете, а просто работать целеустремленно, направленно и зарабатывать счастье в этой жизни. Мы затронули лишь малую часть из того, что можно было бы рассказать об этом человеке, но и этого достаточно, чтобы понять, каким он был и остается.